Дмитрий Владимирович, как бы вы оценили вот группу компаний ТАИФ и что она сделала за эти годы как бизнес? Знаете, я бы оценил группу компаний ТАИФ как нашего большого партнера, хотя многие рассматривают нас как конкурентов. То есть мы понимаем, что за многие годы работы те предприятия, которые входят в группу компаний ТАИФ, Казань-Нефтесинтез и Нижнекамск-Нефтехим, сделали несколько волн модернизации и новых инвестиций. И сегодня и то предприятие, и одно предприятие, и другое предприятие являются глобальными игроками. В этой части мы с группой компаний ТАИФ похожи, потому что Сибур тоже рос через новые инвестиции, через создание новых мощностей. И у нас менталитет в этом смысле похож. Поэтому даже если мы конкурируем на каких-то рынках с точки зрения продажи продукции, то с точки зрения того, что мы делаем и как мы делаем, мы в значительной мере партнеры. И именно это, такой менталитет новых достижений, и, мне кажется, и позволил нам подойти сегодня к этой сделке и говорить об объединении двух компаний в одно целое, которое больше, чем просто сумма двух частей. План инвестиций группы компаний ТАИФ – это 1,5 триллиона до 30 года. Будет ли продолжено то, что запланировано? Безусловно, для нас, опять, неинтересна статичная ситуация. Для коллег тоже неинтересна статичная ситуация. Мы видим на сегодня проекты, которые уже начаты на площадке Нижнекамск-Нефтехима и Казань-Нефтесинтеза. Мы юридически берем обязательство их продолжать и заканчивать совместно, опираясь, безусловно, в первую очередь на тот человеческий капитал, на тот ресурс, на тех сотрудников, инженеров и управленцев, которые есть, которые работают в Нижнекамск-Нефтехим и Казань-Нефтесинтезе. Надеюсь, что что-то мы дополнительно можем принести, но, безусловно, там и костяк людей, и опыт, он замечателен у наших коллег в этой объединенной компании. И по проектам, которые дополнительно на этих площадках могут быть реализованы, также видим огромный потенциал и понимаем, что помимо инвестиционных проектов Сибура, которые уже известны, например, Амурский ГХК, дополнительные проекты в Западной Сибири, Нижнекамск и Казань становятся для нас очень важными крупными инвестиционными площадками. Вы знаете, это не секрет, что и для Нижнекамск-Нефтехима, и для Оргсинтеза сырьевой вопрос всегда был очень проблемной позицией. Насколько сегодня мы можем гарантировать, что на эти предприятия будет поставляться качественное, я бы даже сказал, суперкачественное сырье? Знаете, кажется, суперкачественное сырье – это мечта. Мы вместе наметили работать. Еще у нас есть пакет соглашений, который мы подписываем. В этом пакете есть важная их часть – это сырьевые контракты, которые позволяют поддерживать те объемы производства, которые есть, и увеличивать будущие проекты. Причем дополнительно к этому еще есть и совместные планы, которые мы планируем реализовать по дополнительному сырьевому обеспечению, надеюсь, что суперкачественным сырьем. В дополнение к тому качественному, по которому уже все понятно. Насколько возможны серьезные кадровые изменения сразу в руководстве Оргсинтеза или Нижнекамск-Нефтехима, или вы будете опираться на эти команды? Мы однозначно будем опираться на эти команды. То есть мы действительно очень ценим тот кадровый потенциал и тот человеческий ресурс, который есть в группе компаний ТАИФ в Нижнекамск-Нефтехиме, в Казани-Нефтесинтезе. И, безусловно, нам интересно такое, знаете, с точки зрения человеческих ресурсов объединения. Мы вместе умеем гораздо больше, чем каждый из нас умеет по отдельности. Поэтому важная часть для нас в интеграции создания действительно объединенной компании – это использование тех ресурсов, которые сегодня есть в Татарстане, в каких-то других проектах Сибура, использование, возможно, какого-то опыта наработок Сибура в Нижнекамске и в Казани, но в целом мы будем в группе компаний ТАИФ опираться на то, что сегодня есть. Потому что это важный фундамент, важная основа, и это для нас один из факторов этой сделки. Скажите, пожалуйста, возможно ли подписание некого трехстороннего договора, допустим, между Республикой Татарстан, ТАИФом и Сибуром о неком социальном проекте возобновления и продолжения социальных проектов в Республике Татарстан? Безусловно, да. Мы давно знакомы с Рустамом Галиевичем. Более того, Рустам Галиевич в этой сделке, в создании объединенной компании принял непосредственное участие. И мы понимаем, что совместная работа между республикой и предприятиями ТАИФ и Сибуром – это наш важный шаг в отношении между всеми тремя странами.
Скажите, пожалуйста, я повторю этот вопрос. Будут ли продолжены те социальные программы, которые ТАИФ ввел на территории Республики Татарстан, объединенной компанией Сибур-ТАИФ? Когда мы говорим о создании объединенной компании, мы берем на себя и Сибур, и акционеры ТАИФа берем на себя определенный набор обязательств. И для нас обязательства, которые мы берем, начиная работать в Республике Татарстан, состоит из нескольких важных блоков. Один блок — мы продолжаем те инвестиционные проекты, которые начаты, и видим значительное увеличение объема капиталовложений в республике. Вторая часть — мы уверены в том, что мы должны быть, как компания, достойными гражданами на тех территориях, где мы работаем. И с точки зрения налоговой базы, на которую опирается республика, от Нижнекамска, Нефтехимии, от Казани, Оргсинтеза, мы, безусловно, заинтересованы в том, что она не только сохранялась на том уровне, где она есть сегодня, но и расширялась за счет создания новых, высокоэффективных и доходных производств. С точки зрения социального партнерства, мы, работая в более чем 10 регионах Сибур, мы везде надеемся, что зарекомендовали себя и создали репутацию надежного гражданина, компании надежного гражданина, как с точки зрения регионов, так и с точки зрения муниципалитетов. И, безусловно, эту же традицию мы продолжим в Татарстане. Будет ли поддержка спорта, поддержка очень интересных клубов, Рубин, Нижнекамск, Нефтехим, я не знаю, там Синтез, ватерпольного клуба? Будет ли продолжаться эта поддержка, или вы пока еще не определились? Знаете, есть акционеры ТАИФ, и, как я уже сказал, мы опираемся начиная работать в Татарстане, мы опираемся на то, что создана группа компаний ТАИФ и тех управленческих ресурсов, которые в ней существуют. Безусловно, есть история взаимоотношения ТАИФ, в том числе с определенными видами спорта, с определенными спортивными коллективами, и эта поддержка зачастую многолетняя. И точно мы не хотим ее прерывать на взлете. То есть, например, мне очень нравится, как играет Рубин в весенней части чемпионата России. И я болельщик ЦСКА, Сибур не поддерживает ЦСКА, и, в принципе, мы очень концентрируемся на детском спорте в целом, и это очень большая часть наших программ во всех регионах нашего присутствия. Поэтому я уверен, что мы найдем правильное сочетание между профессиональным спортом и детским, чтобы не прерывать оба этих, безусловно, правильных направлений. Последний вопрос. Что такое объединенная компания через 10 лет? Что это будет? Ваши планы и мечты? Объединенная компания через 10 лет – это единый коллектив, который состоит из наших сотрудников разной географии. Это одна корпоративная культура. Это высокотехнологично, как бы банально это ни звучало, так же, как банально не звучало, очень цифровая и современная компания, использующая экологичные и безопасные технологии и существенно увеличившая объем производства за счет новых инвестиционных проектов, которые за эти годы нам предстоит реализовать.